Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей обстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Министерства здравоохранения Республики, за последние сутки госпитализировано 56 человек, или 4% от общего количества выявленных случаев за сутки с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Выявлено за сутки 1397 человек. И, соответственно, 45 новых случаев заболеваний зарегистрировано в городе Якутске, 55% в районах республики. На 14 февраля 2022 года лечение в стационарах у нас получают 6% граждан, в амбулаторных условиях лечится 93,4%. Обращаю внимание на необходимость соблюдения гражданами, лечащимися в амбулаторных условиях, именно тех норм, которые предписывает соответствующий врач. При этом необходимо обратить внимание, что граждане, которые в амбулаторных условиях лечатся и не имеют клинику заболеваний, по истечении 7 дней вправе обратиться в больницу, где им будет будет закрыт электронный больничный лист. Практически все предприятия и организации города работают с электронными больничными листами, в связи с чем, соответственно, сбоев в данном направлении быть не должно. За сутки выздоровело в 2 раза больше граждан республики, чем заболело, 2523 человека. В субботу мы выписали из наших больниц 3774 человека. Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Основной задачей, которую сегодня ставит глава Республики Саха-Якутия, это прежде всего задача, связанная с предотвращением мер, направленных на недопущение нарушений санитарно-эпидемиологических правил и, соответственно, осуществление вакцинации. Первым компонентом в республике привито 81,7% взрослого населения. Коллективный иммунитет, по данным сайта stopcoronavirus.rf, составляет в республике 70%. Всего ревакцинацию в республике прошли 136 272 человека. Это 57,1% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. К низким темпам ревакцинации относятся сегодня Нерюнгринский, Мегинаконгаласский, Алданский, Аймиконский, Мирнинский, Горный район и город Якутск. Необходимо обратить внимание, что необходимо проходить ревакцинацию для создания устойчивого иммунитета. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, с понедельника, то есть сегодня, начаты учебные процессы, в том числе в образовательных учреждениях города Якутска. При этом необходимо обращать внимание на то, что руководители учреждений образовательных в обязательном порядке должны соблюдать нормы, направленные на соответствующий утренний фильтр в виде температурного фильтра. Ну а, соответственно, родители обращать внимание на необходимость, соответственно, соблюдения норм, связанных с тем, чтобы детей с признаками ОРВИ не направлять ни в школу, ни в детские сады, а принимать меры к их лечению посредством вызова медицинских работников. Значительно снизилось количество обратившихся в амбулаторный центр, выделенный в городе Якутске на базе «Триумфа», в связи с чем, соответственно, при такой нагрузке на «Триумф» будет приниматься решение о переносе нагрузочной части «Триумфа» на поликлиническое амбулаторное звено. Сегодня наиболее важным для нас являются 2 позиции, которые сегодня стоят перед органами государственной власти республики. Это прежде всего реабилитация тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, и, соответственно, психологическая разгрузка медицинских и социальных работников, которые, соответственно, у нас работают уже на грани психологического выгорания.